Новогодняя елка с ее гирляндами огоньков, бумажными игрушками и имитирующим снег ватой может быть причиной несчастных случаев, как дома, так и в общественных местах. В Камрадском детском саду номер 8 всегда в канун проведения подобных мероприятий обязательно с детьми проводятся беседы по безопасности поведения детей дома, на улице и в детских садах. В преддверии новогодних праздников коллектив провел большую подготовительную работу по подготовке к новогодним праздникам. И в числе мероприятий по подготовке это профилактика пожарной безопасности. Значит, в каждой возрастной группе провели родительское собрание, ознакомили родителей с правилами поведения в зале. Обязательно нельзя использовать свечи, бенгальские огни в зале, там, где массовое скопление людей. Также, значит, правила по подготовке нарядов, костюмов для детей, чтобы не было колющих, режущих предметов, чтобы дети, потому что играясь, они могут спотыкнуться, порезаться. В данном дошкольном учреждении съемочная группа присутствовала на уроке, где детей обучали безопасному поведению в общественных местах и в быту. Где у нас может быть огонь? Свечки, тортик. Салют, фейерверк, хорошо. Малыши внимательно слушали рассказ своей воспитательницы Олеси Сырбу, дружно отвечая на задаваемые вопросы. В том, как они хорошо усвоили материал, мы убедились сразу после завершения урока. Нельзя играть спичками, а то может зажечься и лес, и листики, весь лес может зажечься. Не надо на дороге с мячом играть, потому что может машину сбить. Никому не открывать дверь чужим. Дома не надо трогать спички. Нельзя играть зажигалкой. Если кто-то пришел в гости, нельзя у чужих брать конфеты. Они могут быть отравлены. Дома нельзя одному включать утюг, потому что можно спать. Дома нельзя таблетки кушать. Нельзя на улице зажигать огонь. Когда Новый год, нельзя зажигать ракеты одному. Нельзя играться с чайником, нельзя зажигать его. Нельзя играться в розетках, потому что можно удариться током. Когда переходим дорогу, смотрите направо и налево, чтобы машин не было. О том, как не стать причиной несчастного случая, детишки из садика номер 5 рассказали все то, что они уже успели узнать от воспитателей. Методист этого дошкольного учреждения Мария Каналы отметила, что безопасное поведение детей рассматривается как совокупность знаний и правил, которые помогут избежать несчастных случаев. Это проведение занятий, это в течение дня разыгрывание различных проблемных ситуаций, где детям рассказывается о безопасном поведении в быту, о безопасном поведении на улице, о безопасном поведении на природе. Подводя итог работы, проводившейся в городских детских садах Камрата, можно сказать, что воспитательные методы в этих дошкольных учреждениях являются необходимым условием формирования у малышей безопасного их поведения.